Здравствуйте. Время вечерней смены на канале «Осетия». В студии Алана Гадзацева. Проведите уютный телевечер с нами. И в огонь и в воду огнеборцы России отметили профессиональный праздник – День создания органов государственного пожарного надзора. В этом году службе исполнилось 96 лет. В любой сезон и любое время суток сотрудники пожарного надзора начеку. Работа есть всегда. С начала этого года на территории республики было зарегистрировано 522 пожара. Пожарно-спасательными подразделениями 876 человек были эвакуированы и 11 спасены. О буднях и рабочих праздниках поговорим в эфире вечерней смены. В нашей студии Павел Джанаев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Северной Осетии. Здравствуйте, Павел Казбекович. Добрый вечер. Поздравляем вас в первую очередь с праздником профессиональным, который отметили накануне. Расскажите, как провели этот день и вообще какое количество сотрудников в Северной Осетии может относить эту дату к своей профессиональной деятельности? Спасибо за поздравления. Естественно, праздник мы отмечали на рабочем посту, так как работа такая, которая не допускает возможности расслабиться. Всего в штате органов Федерального государственного пожарного надзора Главного управления МЧС по республике находится 65 сотрудников, которые днем и ночью занимаются профилактическими надзорными мероприятиями по недопущению возникновения пожаров, а также в случае возникновения пожаров расследуют их причины возникновения. А вот что входит в рабочий день, скажем так, сотрудника пожарного надзора, чем его будни отличаются от будней основной массы людей, живущих в нашей республике? Естественно, основная работа проводится по заранее спланированным мероприятиям, то есть заранее планируются места проведения проверок, обследований. Естественно, не все всегда идет по плану, и поэтому в случае возникновения пожара, либо в случае какой-либо еще необходимости, сотрудники органов государственного пожарного надзора незамедлительно реагируют на сложившуюся ситуацию и всегда делают все возможное по предотвращению и недопущению возникновения пожаров. А если говорить о личных и профессиональных качествах, которые требуются сотруднику для того, чтобы выполнять такие обязательства? Естественно, учитывать в первую очередь необходимо, что работать приходится с людьми, причем с различными категориями, возрастами людей. Естественно, поэтому необходимо уметь налаживать правильный диалог с населением, с работниками организаций. Естественно, всегда уметь правильно донести требования, что инспектор пришел в помощь, а не как какой-то карающий орган, надзирающий. В первую очередь, естественно, объяснить, что необходимо предотвратить пожар. И бывают ситуации довольно-таки, когда конфликтные ситуации, где-то нам приходится в них участвовать. Я имею в виду, что нивелировать, допустим, какую-то напряженность. Мы часто работаем с обращениями граждан, когда люди друг на друга бывают и жалуются где-то что-то, и поэтому приходится где-то быть и психологом. А так, естественно, сотрудник органов пожарного надзора должен уметь оперировать законодательством, которое регулирует пожарную безопасность, и правильно его применять в первую очередь, чтобы исключить какие-либо толкования неверные, допустим, тех же самых нарушений
требований пожарной безопасности, ни в коем случае не допустить ущемления интересов граждан и должностных лиц, естественно. Поэтому образовательный уровень должен быть тоже на достаточном уровне. Ну, существенную часть работы сотрудника пожарного надзора именно составляет профилактическая работа, профилактика возгораний. А что в себя включает эта профилактическая работа? Профилактическая работа в данное время, вообще с учетом тенденций текущего времени, она вышла на первое место. То есть не проведение именно проверок с целью того, чтобы привлечь к ответственности виновных лиц. Естественно, это необходимо делать тоже, но тут важен именно подход такой, о чем я вот чуть ранее сказал. Необходимо это делать так, чтобы человек чувствовал, что к нему пришли в помощь. Вот. И поэтому именно профилактические мероприятия, они во главе угла, они включают в себя проведение, допустим, если это в жилом секторе, это подворовые обходы, рейды, в ходе которых сходы граждан, в ходе которых с людьми проводятся профилактические беседы, инструктажи, разъясняются требования пожарной безопасности, что можно делать, что не рекомендуется, что категорически нельзя делать. Вот. При обследовании, допустим, каких-либо объектов, как и социальной сферы, в первую очередь уделяется объектам с массовым пребыванием людей, с пребыванием дошкольников, детей. То есть в первую очередь направлены наши мероприятия на охват вот данной категории учреждений. Также при проведении, допустим, обследования объектов экономики применяются различные виды профилактических мероприятий, такие как помимо проверок, это уже как бы наиболее серьезный вид осуществления надзора. А помимо этого осуществляются профилактические визиты, инспекционные визиты, консультирование. Вообще периодичность проведения проверок сейчас зависит от категории риска, которая присваивается объекту. Начиная от чрезвычайно высокой категории риска, это объекты, которые наиболее подвержены возможности, риску возникновения пожаров, это то есть производственные объекты, особо опасные, объекты, где обращаются горючие вещества, легко воспламеняющиеся вещества, объекты с массовым пребыванием людей. Вот, то есть на них периодичность проверок выше, чаще, чем на других объектах. При этом, допустим, объекты с незначительной категорией риска, они практически проверкам не подвергаются, а только лишь профилактическим мероприятиям, таким как консультирование, инструктирование и тому подобное. А если вспомнить основные ключевые нарушения, с которыми сталкиваются сотрудники в своей работе, вот такие, которые чаще всего встречаются? Ну, вообще для возникновения любого пожара основными нарушениями, создающими угрозу возникновения, естественно, являются те нарушения, которые могут повлечь возгорание. Наиболее частыми нарушениями, влекущими возникновение пожаров, является неосторожное обращение с огнем как граждан, так и работников различных учреждений,
Помимо этого, неисправное состояние электропроводки, электрооборудования, то есть то, что непосредственно может повлечь возникновение пожара, нарушение технологического процесса в процессе производства. Вот это основные мероприятия, которые создают угрозу именно возникновения пожара. Помимо этого есть такие нарушения, которые при возникновении пожара позволяют именно в кратчайшие сроки вовремя определить, что возник пожар, и подать сигнал. Вот, то есть поэтому наличие автоматических систем обнаружения пожара, тушения пожара, систем оповещения о пожаре является тоже довольно-таки необходимым мероприятием, и их отсутствие тоже ввиду того, что наличие данных систем все-таки подразумевает под собой материальные затраты, вложения, естественно, и в нынешней ситуации не всегда есть возможность у собственников объектов оборудовать в полной мере свои помещения, свои объекты системами обнаружения пожара. Ну и в случае, если нет такой автоматизированной системы, то тогда? Ну, тогда выдается предписание об устранении нарушений, дается разумный срок на устранение. Вот. Ну, за исключением тех случаев, когда нарушение оно длящееся, повторяющееся, и когда собственником либо руководителем объекта не принимаются достаточные меры, направленные на устранение нарушений, естественно, это тоже берется в учет, и виновные лица в неисполнении предписаний, в неустранении нарушений привлекаются в соответствии с законодательством к административной ответственности. В случае повторных грубых нарушений, естественно, мы ходатайствуем перед судебными органами о приостановке деятельности подобного рода объектов до устранения нарушений, создающих угрозу здоровью и жизни людей. Одно из направлений службы пожарного надзора вы назвали расследование причин возгораний. Расскажите об этом направлении, что в себя включает эти расследования, каким образом эта работа проводится? Расследованием пожара, в принципе, занимается любой инспектор государственного пожарного надзора, но есть такие должностные лица, которые занимаются именно в основном дознанием, это дознаватели. Вот. При выезде на место пожара осматривается, естественно, само место пожара с целью установления очага возникновения пожара. Уже в очаге возникновения пожара мы смотрим, какие, допустим, причины могли его вызвать. То есть, если в очаге пожара оно определяется по наличию наиболее пострадавших от термического воздействия конструкций, мест в помещении либо на территории. И уже в зависимости от этого аналитическим путем сначала определяется, возможно, вероятная причина возникновения пожара. То есть это если наличие электропроводки в очаге пожара, либо еще каких-то указывающих факторов. В случае, если необходимо более тщательное установление причин, мы привлекаем очень часто, практически на большинство пожаров, судебное экспертное учреждение в нашей системе. Это испытательная пожарная лаборатория, которая обладает необходимым оборудованием. В ее штате состоят эксперты
по расследованию причин возникновения пожаров. Естественно, мы прибегаем к их помощи с целью установления уже наиболее вероятной причины пожара. То есть они применяют различные приборы, которые могут исследуют объекты, изъятые с места пожара. И с наибольшей вероятностью мы устанавливаем причину. За последние полгода, вот сейчас уже чуть больше полугода, с начала года прошло, зарегистрировано, мы в начале программы говорили, 522 пожара. Вот какие из них наиболее крупные и те, которые потребовали вовлечения максимальных ресурсов, в том числе и с точки зрения расследования причин, и с точки зрения устранения самого возгорания и его последствий? Ну, к счастью, в текущем году нас обошли какие-либо резонансные пожары, но тем не менее, к сожалению, с начала года погибло 6 человек на пожарах, 24 пострадали, получили ожоги различной степени тяжести. Вот, в основном это пострадавшие, погибшие люди, это в жилом секторе, к сожалению. И зачастую ведущие не совсем благополучный образ жизни, вот, под воздействием алкоголя, то есть состояние алкогольного опьянения. Данной категории, кстати, граждан мы уделяем профилактике пожаров. Среди данной категории граждан особое внимание, тоже совместно с участковыми уполномоченными МВД, органами соцопеки и так далее. Мы стараемся проводить точечную работу по данным категориям. Вот. А так, я же говорю, к счастью, каких-либо вот таких серьезных пожаров, которые потребовали бы привлечения значительных сил и средств для тушения, слава богу, не было в этом году. Ну и надеемся, что оставшаяся часть года также будет без крупных возгораний. Что ж, работа объемная проводится вашим ведомством, серьезная, сложная работа. Что бы вы пожелали своим коллегам вот, в честь праздника, в честь такой знаменательной даты? Я бы хотел пожелать, естественно, здоровья всем. Когда человек здоров, хорошее настроение, он с радостью приступает к работе. Вот, пожелать неиссякаемого оптимизма, трудолюбия, любить свою работу и полностью отдавать все силы. Спасибо вам большое. Еще раз поздравляем вас Спасибо. с профессиональным праздником. Сейчас прервемся на небольшую рекламу и после нее продолжим наш эфир. Продолжаем вечернюю смену. Выявлять склонность к онкологическим заболеваниям теперь возможно на базе Северо-Синской медакадемии. Накануне в ВУЗе открылся чекап-центр, и любой желающий может записаться на прием и проконсультироваться. Пациенту рассчитают риск развития злокачественного новообразования в ближайшие годы. Аналогов центра в нашем регионе пока нет, а реализован проект на средства гранта. Студентка 6-го курса лечебного факультета Кристина Абаева победила в программе поддержки талантливой молодежи «Умник». И сегодня Кристина и ее научный руководитель Александр Епхиев в нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. Накануне был очень значимый для вас и для, в общем-то, и для республики день. Это открытие чекап-центра, который посетил в том числе и председатель парламента республики. Расскажите, пожалуйста, вообще, как возник этот проект? Он возник как плановая учебная научная работа или же другие были истоки рождения этого проекта? Ну, вы совершенно правы, все по классике. Есть понятие
концепция, есть понятие программа, есть понятие план мероприятий. Вот одним из мероприятий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи населению РСО-Ланя в рамках концепции, разработанной руководством Северо-Осетинской государственной медицинской академии во главе с Ремезовым Олегом Валерьевичем, и было открытие чекап-центра. То есть что это значит, если говорить простым языком? Надо с чего-то начинать. Если мы хотим застраховать себя от этой смертельно опасной болячки, которая является злокачественного образования, нужно с чего-то начать. То есть человек должен прийти куда-то, и чтобы ему внятно сказали, каков риск возникновения у него сейчас и в ближайшее время какого-то злокачественного образования с учетом лично его данных, лично его семейного анамнеза, лично его условий жизни, условий работы и так далее. То есть чтобы он знал, вот он туда придет, ему скажут, что ему нужно сделать для того, чтобы либо предотвратить риск развития злокачественного образования вообще, либо вовремя его выявить. Вот это, собственно, чекап-центр. А если говорить о конкретно конкурсе, который стал одним из условий реализации данного проекта, Кристина, расскажите о вашем участии в программе поддержки молодых специалистов. Хочется сказать, во-первых, слова благодарности Фонду содействия инновациям за то, что они дают возможность молодым ученым, скажем так, реализовать свои идеи. Конкурс был сложный, должна сказать, очень достойные работы были представлены. Но, тем не менее, победа и, в принципе, участие подарило незабываемые эмоции. А какое количество участников, как вы могли оценивать работы других ваших коллег, которые претендовали на победу? Так как была защита проектов, несмотря на то, что она была в заочной форме, онлайн, тем не менее, мы могли слушать каждый проект, и у каждого складывалось свое то или иное мнение о том или ином проекте. Мы слушали оценки жюри о каждом проекте и вопросы, которые задавали. И, естественно, делал каждый себе пометки, что следует ему доработать или учесть уже в своей работе. А какие были критерии оценки проектов и, как вам кажется, что помогло вам победить? Каждый проект оценивался по нескольким критериям, одним из которых была перспектива коммерциализации, так как это бизнес-проект, он должен приносить какую-то прибыль, во-первых, во-вторых, быть реализуемым. То есть идея — это хорошо, но если ее не удается воплотить в жизнь, то она под собой основы таковой не имеет. И научная новизна. То есть этот проект должен быть новым и быть нужным обществу. Александр Альбекович, расскажите саму схему работы чекап-центра, что входит в нее, какие анализы, какие скрининги, какие возможности есть для оценки состояния здоровья обратившегося пациента? Я скажу чисто концептуально, это информационная услуга, которая реализуется в плане перечня анализов, необходимых для выполнения человеком сейчас, затем по их выполнению, по получению результатов Кристина анализирует все это и с учетом этого дает рекомендации о дальнейшем ходе реализации программы именно по данному пациенту. То есть если у него во всех анализах все изменения в пределах нормы, то в дальнейшем ему просто дается график, когда он в соответствии с очередью проводит снова эти анализы. Если там имеются уже какие-то отклонения от нормы, тогда есть такое понятие алгоритм. Вот согласно тому конкретно в каких анализах какие отклонения, намечается по алгоритму мероприятия, которое этот человек реализует, и, возможно, у него действительно уже есть где-то на ранней стадии развившееся заболевание, и в таком случае оно будет выявлено однозначно. Алгоритмы основаны на данных научных исследований. Это инновационная информационная услуга, то есть как только кто-то публикует данные своих исследований, в которых он доказывает связь между определенными изменениями в каких-то анализах у человека и наличием у него либо фонового, либо предракового, либо, собственно, злокачественного образования, то это попадает к нам на карандаш и попадает в алгоритмы.
А на какое количество пациентов рассчитан центр, ну вот в единицу времени, там, в месяц или там, в неделю? Ну, я обращался в свое время после уже разработки, утверждения этих алгоритмов в институте имени Блохина. Я обращался к Кристине с вопросом, сколько приблизительно, вот с учетом твоих тестовых каких-то апробаций, у тебя будет занимать работа с каждым пациентом. Я думаю, она лучше ответит на это. Кристина, расскажите, пожалуйста. В целом, так как услуга информационная, то есть наиболее важно общение с пациентом. В среднем полный объем исследований, чтобы опросить пациента, прогнать по анамнезу, будет занимать минут 10-15, в зависимости от того, какие вопросы еще возникнут у пациента в плане, куда обратиться в дальнейшем, где сдавать эти анализы, где проходить исследования. Конечно, может быть время увеличено и до 15-20 минут. Сколько пациентов в день получится принимать, сказать точно невозможно, потому что это будет по предварительной записи. То есть мы будем согласовать время непосредственно с пациентом, когда ему удобно. А налажено ли и планируется ли налаживать сотрудничество с медучреждениями республики, с Министерством здравоохранения? Конечно. Проект поддерживает Министерство здравоохранения, проект поддерживает профильное лечебно-профилактическое учреждение, которым у нас является Северо-Остинский республиканский онкологический диспансер. И, соответственно, поликлиники по месту жительства. Мы при разработке проекта входили с ними со всеми в контакт, проговаривали, какие позиции может человек реализовать по ОМС, чтобы это не требовало дополнительных средств, потому что в это очень много упирается. Человек может рассуждать, к сожалению, приоритеты у нас не всегда, мягко говоря, правильно расставлены. Человек может направить средства на решение каких-то других вопросов, а то, что касается его собственного здоровья, и в том числе таких критических позиций по здоровью, как наличие онкологического заболевания, он может это оставить в долгий ящик, потому что средства требуются на другие какие-то статьи расходов семейного бюджета. И поэтому мы делали упор изначально на то, чтобы как можно большую часть, все, что реализуется за счет средств ОМС, могло быть реализовано за счет этих средств. Тем более, вопреки тому, что у нас иногда обыватели считают, что у нас вот все плохо, так нет. У нас достаточно хорошие оснащенные лаборатории, которые проходят систему контроля и так далее. Лично мы, работая в онкодиспансере, своей лаборатории клинико-диагностической, мы безоговорочно верим, зная, какие люди там работают, какие они проходят системы контроля и так далее. Поэтому пациенты могут абсолютно бесплатно в рамках ОМС реализовать большую часть необходимых им исследований. А вообще актуальность этой проблемы роста заболеваемости именно в онкологических заболеваний. И, к сожалению, эти заболевания молодеют. Тоже можем это наблюдать. Вот какая-то статистическая работа велась, как-то она включалась, внедрялась в этот проект, когда шла работа над разработкой самого проекта? Конечно. Прежде чем реализовать проект, велась долгая подготовка, в том числе статистическая обработка данных. Мы выявляли, какие локализации наиболее чаще встречаются, у какого пола, в каком возрасте. И в связи с этим уже выстраивали дальнейшие алгоритмы, то есть к какому контингенту населения какие обследования необходимо пройти в первую очередь. Ну, может, вы дадите пару рекомендаций, исходя из того объема информации, который вы разобрали в плане, там, скажем, локализация, да, новообразований или там возрастные тенденции, там, больше молодежи подвержена бывает таким заболеваниям? Скажем так, есть такие локализации, которые наиболее часто встречаются в более старшем возрасте, например, колоректальный рак у мужского населения. Как правило, женщины болеют им в разы реже, и, как правило, это уже возраст 50 и старше лет. В отличие от этого, молочная железа — это орган визуальной локализации, то есть он на поверхности, его легче обследовать, но тем не менее заболеваемость им высокая. Он может встречаться как в молодом возрасте, так и в более старшем возрасте, в зависимости от типа. Поэтому эту локализацию уже необходимо проводить скрининг на эту локализацию уже с раннего возраста, с 18 лет
допустим, УЗИ молочных желез, самообследование и ежегодный осмотр. Мгм. Если говорить о развитии самого проекта, об использовании в том числе средств гранта и каком-то дополнительном финансировании, каким вы видите будущее этого проекта? Первый этап в рамках именно гранта нам уже полностью реализован. Дальше, во-первых, мы планируем смотреть, какова будет востребованность. Во-первых, в соответствии с рекомендациями, которые нам дал Таймураз Русланович Тускаев, мы попытаемся во взаимодействии с органами здравоохранения РСО «Алания», мы постараемся это как-то распространить на поликлиники и распространить на организации бюджетные, лечебно-профилактические учреждения, чтобы там были такие точки, которые основные моменты наших алгоритмов они реализуют. Что касается бизнес-проекта, то поскольку он реализован на базе ЦНИЛа, Олег Валерьевич Шемизов, он, грубо говоря, ЦНИЛ вместе с руководителем, начальником ЦНИЛа Джоевым, профессором Джоем Налом Германовичем, они дали нам ее как бизнес-инкубатор, как площадку для реализации вот таких проектов, которые, с одной стороны, в первую очередь положительным образом влияют на качество оказания медицинской помощи населению РСО-Алания, а с другой стороны, позволяют вот таким молодым специалистам, талантливым, Кристина, к примеру, лауреат 2 стипендий, там, председатель Совета СНО, реализовать свои какие-то амбиции, самореализоваться на уровне республики, чтобы им было куда возвращаться после прохождения ординатуры и так далее, и чтобы они не уезжали от нас и не жили постоянно в каких-то центральных районах типа Москвы, Санкт-Петербурга. И мы вот на базе этого ЦНИЛа в дальнейшем с другими студентами, у нас много талантливых студентов, мы постараемся реализовать полностью лабораторный цикл исследований по основным, как вы очень точно подметили, по основным наиболее актуальным для республики локализациям. Чтобы это все делать на месте, не обращаться к сторонним организациям, к примеру, к каким-то сетевым лабораториям. Все это делать там, и будем уже рассматривать это как новый этап нашего проекта. Что ж, желаем успеха вам в ваших начинаниях, которые по-настоящему важны, по-настоящему актуальны для нашего населения. И я предлагаю посмотреть видеоматериал, который был подготовлен нашим журналистам, а вас благодарю за интервью. Благодарю. Выявлять предрасположенность человека к злокачественной опухоли станет проще. В Владикавказе открылся информационный чекап-центр. Идея проекта принадлежит студентке 5-го курса лечебного факультета Кристине Абаевой и ее научному руководителю Александру Епхиеву. Благодаря специальному алгоритму можно выявлять индивидуальную склонность к появлению заболевания. Ровно год назад Кристина выиграла грант на конкурсе «Умник». По словам девушки, конкуренция была высокой. Победа стала приятной неожиданностью. Насколько мы знаем, аналогов пока что в Северной Осетии в СКФО нет, поэтому, надеемся, данная разработка будет иметь успех. Сумма гранта составила 500 тысяч рублей, выделялось 2 этапа, то есть первый год половина, второй год тоже половина. А наш непосредственно проект является информационным, то есть с нашей стороны мы выдаем исключительно чекап-лист обследований. Но мы рекомендуем пациенту проходить те или иные обследования, допустим, либо в поликлиниках по месту жительства, по ОМС, если это возможно, чтобы исключить излишние траты для пациента. Любой желающий может записаться на прием. Специалисты учитывают пол, возраст и особенности анамнеза человека. Затем рассчитывается риск развития злокачественного образования той или иной локализации. После информационного обследования выдают скрининговый лист, где описаны методы обследования, которые рекомендуют пройти пациенту. Первым посетителем стал председатель парламента Таймураз Тускаев. Он отметил важность подобных центров. Важность в том числе в том, что это мероприятие проходит на базе нашего с большими традициями высшего учебного заведения. Образовательный процесс, соединенный с исследовательским процессом, он очень эффективен. Первое, с точки зрения подготовки молодых специалистов, которые способны
заниматься в том числе аналитической, исследовательской работой, и они будут пытливыми в своей уже конкретной работе. Второе, связь образования и науки, она актуальна, она нужна, и вот такие центры – это возможность создания малых инновационных предприятий. Все опросники по выявлению предрасположенности к образованию злокачественной опухоли имеют мировой стандарт. Специалисты учли и материальную часть. Они включают и то, какие средства человек в состоянии потратить на исследования. Также скрининговый комплекс могут отправить пациенту на почту. Элла Бибилова, Алана Бзыкова, Марьяна Тегиева специально для вечерней смены. Продолжаем вечернюю смену, и снова тема талантливой молодежи. Реализовать мечту и воплотить в реальность общественно полезные проекты. Такую возможность в очередной раз получили участники конкурса «Студенческий стартап». Фонд содействия инновациям объявил результат третьей очереди проекта. Заявки подавали студенты, готовые разработать свой товар, изделие, технологию или услугу на основе собственных исследований. Важный нюанс – проект должен иметь коммерческий потенциал. Конкуренция на конкурсе была крайне высока. В этом году заявок поступило на 6 миллиардов рублей. Это абсолютный рекорд. И даже в таких жестких условиях 4 проекта из Северной Осетии стали обладателями гранта в размере 1 миллиона рублей. Среди них проект аспиранта кафедры строительных конструкций СК ГМИ Азамата Валиева. Молодой человек разработал систему прогнозирования сейсмической повреждаемости крупнопанельных жилых зданий. Был отмечен на конкурсе и проект выпускницы факультета биотехнологии Горского ГАУ Доры Чеховой. Ее исследования посвящены применению вытяжки из табака в косметике для лечения акне. И в нашем эфире напрямую узнаем детали у победителей. Здравствуйте, Дора, Азамат. Здравствуйте. Поздравляем вас с победой. Вы за кадром уже сами друг друга поздравили. Но это значимо, конечно, когда результаты усилий, исследований по достоинству бывают оценены. И расскажите, Дора, давайте с вас начнем. Расскажите, как вы вообще задумали этот проект, почему вы к нему решили приступить и как он попал на конкурс «Студенческий стартап». Ну, во-первых, эта проблема акне, она очень довольно-таки серьезная, популярная, поэтому я занимаюсь производством косметики и сталкиваюсь с такими проблемами. Очень часто обращаются клиенты. Вот. И с оборота сейчас нет возможности как-то привлечь эти финансы, поэтому я обратилась к конкурсу, к этому «Студенческий стартап». Вот. Преподаватели, видя мои таланты, скажем так, рвение к учебе, они тоже поддерживали постоянно, за что им огромное спасибо нашему факультету биотехнологии. Вот. Всячески поддерживали всегда меня. И, в принципе, вот эта вот уверенность, она появилась за счет того, что вокруг меня хорошие люди, специалисты, моя семья, которая всегда верила в меня и, в общем, всячески поддерживала любые мои какие-то вот начинания. Они просто вот верили и тем самым в меня огромную такую уверенность вселяли. Угу. Вот. Ну и вот сейчас благодаря грантовой поддержке вы можете внедрить эту новую линию, получается, в свое же производство. Да, во-первых, я смогу разработать. Для того, чтобы поступил на рынок мой продукт, его нужно исследовать. Это клинические испытания, лабораторные испытания, получить документ на реализацию. Вот. Да, это не малый труд, поэтому нужны финансы. Я думаю, как бы мне уложиться в эту сумму, потому что да, там широкое, в общем, поле работы, поэтому... Угу. Я хочу еще несколько вопросов вам задать, но прежде поговорим еще с Азаматом. Азамат, расскажите о вашем проекте. Откровенно говоря, не посвященному человеку сложно понять суть этого проекта. Он связан с устойчивостью каких-то жилых объектов, да, с сейсмической устойчивостью. Расскажите, в чем детали, тонкости этого проекта и как он зародился. Во-первых, хочу поблагодарить своего руководителя, который
которого я могу назвать своим наставником. Это доцент кафедры строительных конструкций Абаев Заурбек, который меня как раз и направил. Он мне привил интерес к данному направлению, к сейсмостойкому строительству, и подсказал, и до сих пор консультирует нас, меня и моих товарищей, которые у меня в команде находятся. Наш проект направлен именно на оценку сейсмостойкости фактической существующего жилого фонда с учетом их повреждаемости его. Это, я считаю, наша особенность этого проекта, именно в связи с чем нас и поддержали, я думаю. А расскажите вкратце суть проекта, на чем он основан, каким образом оцениваться будет вот сейсмостойкость? Вообще в настоящих строительных нормах российских очень вкратце регламентируются методы расчета и учета повреждаемости, или, иначе говоря, нелинейной работы материала. В связи с чем мы, обращаясь к зарубежным нормам, прибегаем к двум методам расчета. Я, наверное, даже называть их не буду, ну или, если кому-то интересно будет, это пушовый анализ, нелинейно-статический, а также прямой динамический во времени. Это у нас есть научные публикации с моим руководителем. Если кому-то интересно будет, вы можете обратиться, они в открытом доступе. Там все будет подробнее расписано. Это что. А расскажите, вы на что направите, на какие именно векторы части проекта грантовые средства? Вообще проект у меня состоит из нескольких модулей. Это в первую очередь разработка баз данных, это модели грунта, именно разработка базы данных и разработка базы данных сейсмической опасности жилого фонда. Это вот я со своими коллегами будем как раз таки в первую очередь акцентировать свое внимание на этом. А потом уже, когда завершим этот этап, это у нас самый тяжелый, самый основной этап, мы будем переходить к другим этапам. И в связи с чем грантовая поддержка, она не помешает. И благодарна очень фонду. Одно из условий конкурса – это коммерческий потенциал проекта. Вот каково это и заниматься научными исследованиями, и в то же время придумывать, как коммерциализировать свой проект? Это была, наверное, одна из самых сложных проблем, как именно коммерциализировать этот проект. Но нам в голову пришло, наш, кстати, научный руководитель нам подсказал, национальные проекты. Существует национальный проект по повышению устойчивости жилого фонда. Полное название не буду говорить, оно очень длинное. Им занимается администрация города Владикавказа, а также переселение из аварийного жилья. Почему нет? Это Министерство жилищно-коммунального хозяйства этим занимается. И я думаю, наш проект им будет очень полезен, потому что одним из показателей жилья аварийности – это его сейсмостойкость. Дора, в вашем случае, я полагаю, что проблем с коммерческой составляющей проекта не было, поскольку вы уже имеете опыт и производства косметики, и реализации ее. И это просто как одно из новых направлений в вашей работе. Да, это одно из новых направлений, и это первое такое прям научное направление в нашей компании. У меня уже есть линейка, которую я создала на 4-м курсе факультета Фибоначчи. То есть мне в один момент не хватило знаний уже по веществам, по соединениям, я поэтому пошла учиться. Вот. И да, вот этот проект, то, что касается табака, этой вытяжки, да, он прям вот научный будет, куча исследований. И у нас есть поддержка от крупной компании Леврана, которая заинтересована, да, они нам письмо подписали, письмо поддержки. Да, им интересно, они, в общем-то, протестировали бы наш продукт у себя. То есть они как B2B уже партнеры рассматривают нас, хотя продукта еще как такового нет. Все равно уже, когда такое известное имя, такой бренд готов сотрудничать и интересуется проектом, это серьезный показатель. Вот такой вопрос более личного характера. Да? Это ваше второе образование, и в целом вы давно занимаетесь производством косметики. Расскажите вообще, как вы подошли к тому, да, вот не хватило где-то уже знаний, с чего все начиналось в производстве косметики, и как вы подошли вот к этому рубежу, когда уже захотелось более профессионально все это делать? Начиналось все с того, что на полках не было той косметики, которой бы я хотела пользоваться, которой бы я хотела, чтобы пользовалась моя семья. Вот. Поэтому я заказывала из Индии, было долго. И потом как-то с подругой решили сделать сами мыло.
Мы сделали это мылом, раздали друзьям, знакомым, ну и забыли как-то. А потом, когда это все мыло закончилось, в общем-то, все стали писать, звонить, дайте еще. И ну, мы сами поняли, что сделали классный продукт. Но когда такая огромная связь обратная, мы уже поняли, что это бизнес, и его нужно делать. Вот. Потом начались всякие средства по уходу, кремы, не кремы. И плавно я подошла к тому, что у меня не хватает знаний. И поэтому думаю, ну, нужно учиться. Да, первое образование у меня было юриспруденция. Я думала, что я там поменяю что-то в этом мире, справедливость мне нужна была. Я пошла учиться на юриста, но находясь там, я поняла, что все-таки куда-то не туда я зашла, надо что-то другое делать. Вот. И решила закончить. Все, дальше не стала учиться. Вот. Интересовалась травами всегда. Просто вот всегда. Поэтому в косметике мои травы, поэтому и вытяжка тоже из травы будет. Да, но это на самом деле в травах много чего можно найти интересного. Вся медицина начиналась с трав. Все препараты, потом стали их синтезировать и так далее. Ну, у вас горят глаза, и видно, что вы уже даже наперед там придумали, что еще будет после этого уже даже. Азамат, вас хочу спросить. Насколько мне известно, ваш проект не совсем идеально, скажем, вписывался в те направления, которые были в конкурсе, и его отметили как-то в индивидуальном порядке в связи с его социальной значимостью. Я так и думаю, скорее всего, потому что строительство, в принципе, не является не входит в перечень приоритетных направлений, и в связи с чем нам приходится уже подстраиваться, можно сказать, под современные реалии и переходить на IT-технологии, внедрять IT в сферу строительства, чтобы хоть как-то быть интересным обществу. Угу. А если говорить о ваших предыдущих научных работах в рамках учебной программы и, может быть, за ее рамками, это направление всегда вас интересовало или оно для вас стало относительно новым вот в последнее время и еще и получило такую поддержку? Нет, это направление меня интересовало всегда. Опять же, я со своим руководителем как познакомился, это, наверное, уже 4 года как. Он мне вот практически сразу и привил этот интерес. Хотя поначалу я старался отнекиваться, старался показать, что мне это максимально неинтересно, но в итоге он меня переубедил, я бы сказал. Не убедил, а переубедил. Это очень интересное направление. Сейчас вы увлечены проектом? Да, конечно. Угу. И как вы видите будущее вашего проекта? Я даже не знаю, что сказать. Я надеюсь, что это будет одной из основ моей защиты диссертации. Это хотя бы это. А дальше, если получится ее коммерциализировать, почему нет? А в целом свое будущее как видите? Не знаю даже, что сказать на это. У меня много направлений, много интересов. Пока ищу, выбираю. Пока учеба на первом месте для вас. Учеба, работа параллельно. Все параллельно. Одинаково важно, интересно. Дора, вот вы уже сказали о том, что этот конкурс для вас стал и возможностью самореализации, и возможностью для развития уже существующего дела. А какие планы, какие заделы на будущее у вас сейчас есть? У меня тоже очень много планов. Я могу ответить по-разному на этот вопрос. Если это в рамках проекта, то это будет один ответ. Если это в целом меня касается, там будет много-много-много ответов. В рамках проекта, да. Конечная цель проекта — это промышленный образец, который продается я ориентируюсь на B2B, но также хочу и в розницу продавать этот продукт. В общем, он лечит, способствует лечению проблемы акне. Ориентирован на подростках. На подростке испытывала. Правда, мне, как сказали эксперты, вы знаете, что это уголовное дело, это запрещено. Но на самом деле это не медицинский продукт, поэтому там достаточно теста на запястье. Но я как раз-таки хочу, чтобы провести эти клинические испытания. Это стоит денег немалых. Я не против их проводить, да. Вот. Уверена, что все получится у вас. И вы планируете под своим брендом или же... Нет, в рамках этого конкурса
нужно создать новое юрлицо, но и также у меня новая команда, поэтому получится, что это новая компания будет. Здорово. Да. Желаем вам успехов в ваших начинаниях. Спасибо за это интервью. И приятно видеть таких воодушевленных людей с горящими глазами. в Спасибо нашей большое. студии. А я бы хотела поблагодарить наш факультет, если можно. Есть у меня еще полминуты. Конечно. Да, я хочу сказать огромное спасибо факультету биотехнологий сельскохозяйственного института, нашему профессору, который вот просто гений. Я боялась к нему подходить первое время, потому что он действительно очень многое сделал. Он прям отстроил весь факультет, и там ботанический сад. И я очень рекомендую студентам, молодежи обратить внимание на этот факультет, потому что там действительно будущее. Там и пищевая промышленность, сельское хозяйство. Вот. Так что всем спасибо, кто меня поддерживал. Фонду содействия инновациям тоже, Зарине, Азамату. В общем, все сказала, никого не забыла. Спасибо, Азамат. Спасибо. Ну, тогда уже справедливо вам тоже дать возможность выразить благодарность тем, кто вам помогал, и тем, кто с вами работает. Я также благодарен своему факультету. Все, даже перечислять не буду, все благодарен, все знают. Это один из самых популярных и главных университетов страны по строительству. Родителям спасибо. Династия строителей как-никак, я думаю. Как интересно, у вас династия строителей. Начиная от бабушек и дедушек. Здорово. Надо было начинать с этого наше интервью. Но мы заканчиваем на этой приятной ноте. Что спасибо большое за это интервью и успехов еще раз вам. Спасибо. Спасибо. До свидания. И это все на сегодня. Доброго вам вечера и до встречи в эфире.